Национальный центр медицины является флагманом здравоохранения Якутии. За 25 лет, благодаря мощности высокотехнологичного гиганта и профессионализму дружного коллектива, спасены сотни тысяч жизней. Благодаря поддержке руководства Республики Саха, коллектив флагмана достигает новых горизонтов во благо здоровья жителей нашей необъятной Якутии. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с 25-летним юбилеем. Думаю, что ни одна профессия не может сравниться с вашей по своей важности и ответственности. Преданные своей работе, вы днями и ночами трудитесь, понимая, что в ваших руках судьбы людей, их здоровья, их жизни. За четверть века наш медицинский центр заслужил репутацию гаранта обеспечения доступной, качественной медицинской помощи всем нуждающимся. Это результат многолетней и целенаправленной работы коллектива, оперативно реагирующего на запросы времени. Являясь новаторами республики по внедрению передовых медицинских технологий, вы первыми в истории здравоохранения республики занялись трансплантацией органов. Оказываете высокотехнологичную медицинскую помощь новорожденным и детям. Ежедневно выполняете сложнейшие операции, вносите существенный вклад в улучшение демографической ситуации и повышение человеческого капитала республики. От всей души благодарю всю дружную команду Национального центра медицины за благородный труд, самоотдачу и высокие результаты. Впереди у нас много новых рубежей. Медицинская помощь в республике должна стать еще более качественной и доступной для каждого жителя Якутии. Мы будем делать все возможное, чтобы здравоохранение Якутии и дальше развивалось, а работники отрасли получали достойное вознаграждение. Вот то, что 25 лет тому назад мы заложили вектор развития республики, за основу взяли улучшение качества жизни людей. И самые тяжелые годы, когда наш Советский Союз распался, именно в это время мы исключительно большое внимание обращали на здравоохранение. Свидетельством тому является национальный наш медицинский центр. Не больницей назвали, не поликлиникой назвали, а национальным медицинским центром, смысловая нагрузка которого была для многих тоже новой. То есть новый подход было. Это не рядовая больница была. Руководство медицинского центра, сотрудники центра оправдали надежды людей республики. И центр действительно являлся локомотивом развития всего здравоохранения республики. Со дня сооружения якутским флагманом управляли такие известные организаторы, как Прокопий Яковлев, Вячеслав Александров, Михаил Томский, Владимир Попов. Давайте послушаем рассказ врача-организатора, стоявшего у руля высокотехнологичного гиганта на протяжении 11 Медцентр лет. Это в основном хирургическое отделение. И надо было все передовое в мире, России, в Советском Союзе, все надо было внедрять. Ну, все для нас было все впервые, оборудование было хорошее. И мы вот с 93-го года, весны 93-го года начали внедрять видеоэндоскопические технологии. Но это было тоже новинку. В России только первые операции начались в конце 92-го года. И первые операции длились очень долго, по 5-6 часов. Потом освоились. И, например, холецистектомия сейчас, например, делается за 15-20 минут. Прооперировались, через 3 дня уже выписывались. Они спрашивают, как так? Мы же должны лежать 10 дней. Ну, потом это, правда, быстро изменилось. Удаление почек лапароскопическим методом, это мы провели мы.
первые России. И притом мы такие сложные операции делали, которые редко где, и до сих пор редко где делают. Это операции на надпочечниках, удаление надпочечников лапароскопическое. Тоже мы одними из первых были. Интерес со стороны иностранцев и наших сограждан был очень огромный. Очень огромный. Потому что такой центр в России, можно сказать, что первый был. Ну, там строились центры, которые занимались только диагностикой. А у нас был центр клинико-диагностический. Удивлялись очень многие, что как вы вдалеке так живете, и все у вас передовое. Завидовали, что мы имеем такое оборудование, такой прекрасный центр и работаем на уровне. Национальный центр медицины внес вот огромный вклад в развитие здравоохранения. И вот мы говорим сейчас, что у нас показатели на уровне России даже лучше, на мировом уровне. Вот достижение этих показателей вот без Национального центра медицины было бы невозможно. Национальный центр медицины является пионером внедрения инновационных методик лечения. В стенах юбиляра выполняется весь спектр диагностических исследований на современнейшей аппаратуре. Профессиональный коллектив выполняет исследования даже на уровне хромосом. Флагман гордится своими достижениями, среди которых выделяется такое наисложнейшее направление, как трансплантология. В республиканской больнице номер 1, Национальный центр медицины, трансплантология началась в далеком 2001 году. Первые трансплантации выполнены нашими хирургами Николаевым Гаврилом Николаевичем совместно со мной. Мы вместе с бригадой выезжали и обучались этому. По приезду мы выполнили самостоятельные операции по пересадке родственной почки. Вначале это были пересадки родственной почки. Далее, значит, в 2013 году были выполнены первые трансплантации по пересадке родственной печени в стенах этого учреждения. И вот в 2016 году мы уже сделали пересадки почки и печени от посмертного донора. Ну, я бы сказал, что действительно этот центр, он уникален с самого начала его строительства. Дело в том, что таких центров, когда строился этот центр в далеком 1991 году, когда он открылся, таких центров в России не было. На Дальнем Востоке на сегодняшний момент он является, можно сказать, флагманом Дальнего Востока. Но по некоторым параметрам мы, в частности по трансплантологии, мы являемся передовыми и единственными на Дальнем Востоке. Лежала бочка, солярка, я ее приподнял, и мне что-то кольнуло. Положили в этот же день меня в больницу. Только из больницы вышел, опять такой же закололо. Ну, и меня направили в медцентр. Я самый первый пациент, которому Петр Иванович сделал шунтирование. И вот уже почти 17 лет чувствую себя отлично. Бұл жылдар ұсталарығар саңа технологиялар, медицина арас направленияларығар барытығар кедділер күраттан ғалабы бұд. Сонны артерияттан, онтан ұтталбари постары оңыртауы бұтамаңын әлбіғі. Амбасты қолақаны пәрәсебет оттан бүйені түріяқтың лапороккан оңырпыд, маңдайғы бәбіт самостоятельно пәрәсебетін түріті қорыту дейққа. Ол қанаман кемігі жой болбыд оттан наға бәбіт. Улақан жандар мүйін көрсенлер, сорғар соғыт ашчылар әммені пәрәсләветін оны улатан қабытын үрбәп оғыны. С первых дней работы Национального центра медицины были поставлены определенные цели и задачи, и спустя 25 лет мы с гордостью можем сказать, что к настоящему времени наш центр является современным учреждением, где сосредоточены самые передовые медицинские технологии и уникальный кадровый состав. С началом деятельности Национального центра медицины навсегда изменилось лицо здравоохранения нашей республики. И свидетельством этому являются пионерские внедрения
в области абдоминальной лапароскопической хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, нейрохирургии, генетики, диагностических технологий и инновационные решения в области охраны материнства и детства. Сегодня Национальный центр медицины – это крупнейший многопрофильный центр, который включает 30 специализированных клинических подразделений с 727 круглосуточными койками, 20 операционных залов и 5 реанимационных отделений. Ежегодно в поликлинических подразделениях Национального центра медицины проходят обследования свыше 70 тысяч пациентов, 20 тысяч пациентов получают стационарное лечение, проводится свыше 12 тысяч операций, около 3 миллионов лабораторно-инструментальных исследований, принимаются свыше 2000 родов. Деятельность нашего учреждения оказывает существенное влияние на такие показатели здоровья населения республики, как общая смертность, рождаемость, материнская и младенческая смертность. За четверть века в нашем центре получили консультативную помощь около 1 миллиона пациентов, то есть фактически каждый житель нашей республики. И в преддверии юбилея мы ставим перед собой новые цели и задачи. Нами разработана концепция развития Национального центра медицины до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года. Национальный центр медицины очень хорошо оснащен, является одним из флагманов не только нашей республики, может быть, и Дальнего Востока, и Сибири. Мы оснащены абсолютно не хуже и делаем те же операции во всем мире, то, что делается. Буквально недавно я был в Америке, скажем, до этого был во многих странах. Операционно одни и те же, практически одни и те же операции, поэтому у нас есть все возможности выйти на мировой уровень. В стенах Национального центра медицины собралось сейчас очень такая хорошая плеяда, можно сказать, поколение новаторов, хирургов. Делают сейчас те операции, которые, скажем, раньше даже на Дальнем Востоке никто никогда не делал. И это все происходит из-за того, что у людей есть стремление, желание, энтузиазм.